Международная выставка вертолетной индустрии в 12-й раз собрала участников и посетителей в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо». На выставке побывали наши московские корреспонденты. Абсолютная новинка выставки – это суперлегкий, многофункциональный отечественный вертолет «Ансат». И наибольший интерес вызывает именно его медицинская модификация, которая позволяет оказывать медицинскую помощь на уровне стационара, то есть проводить все реанимационные мероприятия прямо в этом вертолете. Вертолет «Ансат» производит Казанский вертолетный завод. Он же является и разработчиком этой машины. Выпускается он в 3 модификациях: для перевозки пассажиров, пожарно-спасательный и медицинский. Его уникальность в размерах грузопассажирского отсека. На гражданский рынок активно продвигается с 2016 года. Проявляют к нему интерес и зарубежные страны. В 2017-2018 году вертолет проходил сертификационные испытания как раз в республике Саха-Якутия для определения возможности выполнения полетов в условиях Крайнего Севера. Испытания прошли успешно, и на сегодняшний день вертолет имеет все необходимые сертификаты для выполнения полетов в этих регионах. В рамках деловой программы состоялась встреча руководства холдинга «Вертолеты России» и авиакомпании «Полярные авиалинии», где стороны обсудили вопросы взаимодействия. Результатом послужило подписание соглашения о приобретении современных вертолетов «Ансат». Речь идет о поставке 7 вертолетов «Ансат». Отрадно, что вертолеты России учли предложение республики с учетом наших природно-климатических, географических особенностей. Во-первых, это эксплуатация вертолета в условиях низких температур, безангарное хранение. Конечно же, это противообледенительная система, полеты по приборам. И самое главное, что дальность полетов будет увеличена. Вертолеты «Ансат» будут приобретены по программе государственной транспортной лизинговой компании, которая также включает льготное обучение летного состава и технического персонала. Вертолетный парк Якутии в скором времени пополнится современными отечественными вертолетами, что даст толчок развитию в первую очередь санитарной авиации. Татьяна Черемкина, Виктор Олесов, Москва.